Во Владикавказе активно идет строительство микрорайона Новый город. В фундамент будущего проспекта торжественно заложили капсулу с посланием для потомков. Самый масштабный проект в городе будет реализован в ближайшие 3 года. Он поможет снять напряженность транспортной инфраструктуры. Центр города переместится с исторической части проспекта Мира в западную часть Владикавказа. Очень приятно, что мы подготовили этот проект. К нему шли долго, это не спонтанное решение. Наши партнеры подписали с правительством нашей республики на Сочинском форуме намерения по этому поводу. Ну и то, что мы сегодня видим, это та стадия, в которой мы все должны с вами вместе порадоваться и сделать все. Я буду как глава республики делать все для того, чтобы этот проект достойными темпами начался и без срывов продолжился. Военно-грузинская дорога будет открыта через 2 недели. Сотрудники МЧС Северной Осетии совершили облет на территории Грузии, где сошел сель. В чрезвычайном ведомстве сообщили, что села республики от стихии не пострадали, однако есть информация о без вести пропавших людях. Спасатели продолжают поиски 2 человек, которые оказались в зоне бедствия. Вчера был проведен комплекс превентивных мероприятий, направленных на снижение риска от подтопления. Обстановку держим на постоянном контроле. Значит, распоряжением КЧС от вчерашнего числа дорога на Грузию закрыта. Организовано также взаимодействие с департаментом по чрезвычайным ситуациям Республики Грузия. Регулярно обмениваемся информацией. Во Владикавказе проходит подготовка к 8-й международной конференции под названием «Наука, образование и информационно-просветительская деятельность. Основы устойчивого развития горных территорий». На ней особое внимание уделят информационным технологиям. Конференция пройдет на базе Горно-металлургического института. Напомним, в предыдущие годы в Северной Осетии было проведено 7 подобных мероприятий совместно с ведущими учеными и специалистами разных стран. На 7 конференциях мы обсуждали различные аспекты устойчивого развития горных территорий. И мы пришли к выводу, в течение уже прошло 22 года, и мы пришли к выводу, что сегодня мы дальше не двинемся в решении проблем устойчивого развития горных территорий, если мы не поймем, что основой наших действий должны стать прежде всего просвещенность людей. Ценителям астинской поэзии презентовали новый сайт amzavga.ru, новый проект творческой группы «Програди». Это первый интернет-портал на астинском языке. Одной из основных фишек сайта является блок видеостихов. Спортсмены и чиновники, деятели культуры и обычные люди читают на камеру произведения любимых поэтов. Так, участниками проекта уже стали Ахсар Кодзати, Ирина Гуржибекова и Булат Газданов. В ближайшее время в проекте примут участие Феликс Царикати, Олег Тайсаев и Владимир Уваров. Мы думаем, что это поможет популяризации, может сделать поэзию астинскую доступной для детей, в частности для детей. Это проект больше для детей, чтобы им было куда зайти в интернете, чтобы они могли изучать поэзию, особенно осетинскую. Лучших дознавателей и инспекторов по пожарному надзору выявили в рамках конкурса «Лучший по профессии». Данный конкурс в таких масштабах проводится впервые. По итогам конкурса лучшим среди инспекторов по пожарному надзору стал Заурбек Кадиев, а среди дознавателей – Аслан Байматов. В сентябре они примут участие в следующем этапе конкурса, который пройдет в региональном центре МЧС в Пятигорске. Задача данного конкурса – улучшить знания, закрепить их, и чтобы в дальнейшем государственные инспектора по пожарному надзору более качественно проводили плановые и неплановые мероприятия по надзору. Теннисная академия «Асгард» на несколько дней стала площадкой для проведения открытого первенства по теннису. Молодежь с разных регионов СКФО, а также Москвы, Самары, Волгограда, Астрахани и Сочи съехалась во Владикавказ для участия в турнире. Теннисные соревнования такого масштаба Владикавказ принимает впервые, всем участникам не более 14 лет. Юноши и девушки приехали на первенство из 11 городов страны. В числе призеров оказались и воспитанники Астинской школы тенниса. Для первого турнира это первенство прошло, по-моему, замечательно. У нас были достаточно полные сетки. Не максимальное количество ребят приехало, но достойное. Больше, чем обычно на турнирах, которые проходили здесь до этого.